Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках. Всем привет, дорогие подписчики, с вами Кэп. Давно не виделись, наверное, некоторые даже не знают, кто я такой. Да. Спасибо в первую очередь кафе Wild Child за то, что приютили нас уже во второй раз. Прекрасное место, и поэтому мы его и выбираем. У нас сегодня будет небольшой список того, что лично я прочитал в последнее время и что я могу бы посоветовать вам. Йоу-йоу-йоу. Первая книга, а точнее книги, о которых я хочу рассказать, это трилогия Пирса Брауна, которая называется «Сага об Алом Восстании». Это относительно новый цикл. Первая книга вышла в 2014 году. Это фантастика, а если быть точным, это технофэнтези. Скорее всего, скоро нас ждет экранизация этих книг. Трилогия повествует о простом пареньке по имени Дэроу. Он работает на Марсе шахтером. Он представитель касты Алых. Это рабочие, которые живут под землей. И в какой-то момент за какую-то незначительную провинность правящая каста казнит его отца. Это описывается на первых же страницах книги, и это очень жуткий эпизод, потому что там казнят через повешение, и семье, чтобы облегчить страдания человека, которого казнят, разрешается держать его за ноги, тянуть вниз, потому что на Марсе низкая гравитация. Прощайте! Как вы можете понять, «Алое восстание» — это книги о классовом неравенстве и о борьбе за права угнетенных. «Алое восстание», скорее всего, это то произведение, о котором вы еще услышите, поэтому всегда полезно прочитать его заранее, чтобы потом говорить, что «я читал, книга лучше». От фантастики плавно переходим к ужасам. Последнее время нравится мне что-то читать ужасы. И началось это все с книги Игоря Лесева «23». Мне, на удивление, очень понравилось. Что отличает в первую очередь эту книгу, это безумный драйв. То есть, когда события начинают раскручиваться, сюжет начинает идти вот по своим рельсам, его реально не остановить. Второе, эта книга действительно страшная. Там очень много жутких моментов, и я бы их сравнил, знаете, со страшными историями у костра. Ты вроде бы понимаешь, что это все, ну так, простенько, примитивненько, но свою дозу мурашек ты получаешь. Очень часто это вот то, чего не хватает в книгах ужасов. Продолжим немножко эту тему. Похожая, как ни странно, книга именно своим вот этим постоянным саспенсом, нагнетанием обстановки, вот этого чувства преследования. Книга Джо Хилла «Коробка в форме сердца». Джо Хилл — это псевдоним сына одного достаточно известного писателя по имени Стивен Кинг. Книги «Коробка в форме сердца» и «Рога» уже стали классикой Джо Хилла, и если «Рога» меня особенно не зацепили, то «Коробка в форме сердца» «Рога», говорит, меня особенно не зацепили. Heart-Shaped Box, как называется эта книга в оригинале, это отсылка к песне Нирваны. Главный герой книги — это старый рокер. Постоянное преследование главных героев какой-то злой силой. Если вы хотите попугаться, хотите вот поиспытывать вот это напряжение от преследования, вполне стоит прочитать. Переходим к детективам. Да, книга Жоэля Диккера, которая называется «Правда о деле Гарри Квеберта». Это достаточно классический детектив, с одной стороны, потому что дело происходит в небольшом городке, есть ограниченное количество персонажей, есть главный герой-писатель, который абсолютно случайно попал в этот городок, но волей обстоятельств оказался замешан в каком-то непонятном странном деле. Гарри Квеберт — это наставник главного героя, которого внезапно обвиняют в убийстве. И Гарри Квеберт просит главного героя помочь ему обелить свое честное имя, потому что он, конечно же, этого не совершал. Я, как любой читатель, прям очень увлеченно читал и думал, что же там будет в конце, что же там будет. Чё там? Когда объявили, кто убийца и как это все произошло, я был, конечно, немножко разочарован. Многие называют, опять-таки, эту книгу не детективом, а больше литературной игрой.
Но я бы сказал, что да, это литературная игра, но менее интересным детективом от этого она не становится. Книга, о которой я не могу не упомянуть, первому игроку приготовиться. Я, конечно, знал, что это будет подростковая фантастика, но в последнее время вот под этим ярлыком выходят очень интересные книги, которые вполне не зазорно читать и более взрослым людям. А здесь мы видим даже не то, что подростковую фантастику, но прям совсем детскую фантастику, но при этом там огромное количество отсылок к популярной культуре 80-х годов. Я понимаю, что мода модой, но есть некоторое вот конкретное логическое несоответствие. Вы вроде пишете книгу для подростков, а при этом там встречаются отсылки к играм на Commodore, Amiga и так далее, на ZX Spectrum. Современные подростки, может быть, конечно, и слышали об этих платформах, но едва ли сами на них играли. И уж тем более вряд ли какие-то ностальгические чувства могут испытывать по поводу этих игр. Ты, сука, прав. Книга очень похожа на роман Сергея Лукьяненко «Лабиринт отражений». Сравнение как бы не в пользу первому игроку приготовиться, потому что ты сравниваешь и понимаешь, что очень много там каких-то условностей, несостыковок, очень много каких-то нелепостей, и поэтому читать книгу, можно сказать, интересно, но возникает очень много вопросов к автору. Экранизация гораздо лучше. Но, с другой стороны, если вы не подросток, и если вы помните времена того же ZX Spectrum и игр на MS-DOS, то, в принципе, вам будет интересно прочитать. И если вам вообще нравится ретро, вам нравятся вот эти воспоминания о 80-х, почему нет? Почему нет? На последний пункт я для вас приберег нон-фикшн. Это книга Алекса Корба, которая называется «Восходящая спираль». Эта книга посвящена проблемам биохимии мозга, как формируется депрессия в мозге человека. Написана она очень простым языком, и самое интересное, она написана человеком, который сам не понаслышке знает, что такое старая добрая депрессия. Депрессия работает по нисходящей спирали. Вы попадаете вот в этот нисходящий поток, и постепенно все становится хуже и хуже. О чем я? Мы в ***ме! Мы в ***ме! С одной стороны, это личный опыт автора, и с другой стороны, там написаны очень здравые мысли о том, как эту депрессию победить. Что мне нравится в этой книге, она не написана вот этим идиотским научно-популярным языком в стиле телемагазинов. Это такой хороший, доверительный язык умного человека. И я бы советовал ознакомиться с этой книгой всем, кто так или иначе склонен к хандре, к тоске, поскольку она позволяет разложить по полочкам этот сложный механизм и эффективно с ним бороться. Пишите в комментариях, о каких книгах, каких жанров вы, может быть, хотели услышать. Просто пишите, что вы сами прочитали за последнее время, что вам понравилось, запомнилось и что вы готовы порекомендовать другим. Вы смотрели канал Студии Ветви, с вами был Кэп. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик или что там еще делают люди. До новых встреч, всем пока! Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.